Привет, дорогой зритель, меня зовут Ахтылек Капаров. Сначала я хочу рассказать о наших расследованиях про нефтяной бизнес и тендеры семьи Ташиевых, а также их реакциях на наши материалы. Давайте начнем. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании. Итак, 20 января этого года команда Тимиров Лайф опубликовала расследование под названием «Как заработать 37 миллионов сомов за 2 дня. Садыр Джапаров и схема Ташиевых». Ну и спустя 2 дня спецслужбы устраивают маски-шоу у нас в офисе и задерживают наших руководителей Болота Темирова и Болота Назарова. И сразу же возбуждают уголовные дела. Ну и спустя несколько месяцев, то есть 18 апреля, наша команда выпустила еще одно расследование о том, как дети Ташиевых начали побеждать в тендерах. И даже 19-летний сын Шаирбека Ташиева умудрился зарегистрироваться на сайте госзакупок с целью выигрывать государственные тендеры. А на следующий день после выпуска этого расследования нашего руководителя Болота Темирова позвали в ГУВД столицы и ознакомили еще с 3 новыми уголовными делами, возбужденными против него. Он украл военный билет обычного человека, туда наклеил свою фотографию, изменил фамилии и с этим военным билетом пошел, получил паспорт Кыргызстана. Уважаемые кыргызстанцы, это даже не случайное совпадение. Вся эта череда событий говорит нам о том, что этим людям не нравится то, что мы открываем глаза народу, раскрываем кумовство, коррупционные факторы и риски. 25 апреля сам Камчыбек Ташиев прокомментировал наше расследование и подтвердил, что его сын выиграл эти тендеры и охарактеризовал это как мелкая сумма. Все эти тендера очень мелкая сумма, маленькая сумма для больших компаний, поэтому другие компании не принимают участие. Заметили? Ташиев заявил, что другие компании не принимают участие на таких мелких тендерах. Но это очень легко проверить. Смотрите, компания «Партнер Нефть» позиционирует себя как крупнейшая сеть АЗС. И в конце апреля выигрывает тендер на 12 тысяч сомов. А 21 апреля выигрывает тендер на 40 тысяч сомов. Смотрите еще раз, дорогие друзья. Это ОСО ШНОС, то есть Бишкек Петролиум. Он также выигрывает тендеры на 6 тысяч сомов и на 33 тысячи сомов. Ну да ладно, если это для Ташиевых мелкая сумма, то давайте узнаем, может быть есть что-то еще покрупнее. Вот именно поэтому мы и решили разобраться, какие тендеры выигрывали родственники Камчыбека Ташиева с 2016 по 2020 годы. Поехали! Знакомьтесь, это компания Томас & Ко. В прошлом году журналист Али Токтакунов в своем расследовании про заправки на границе с Таджикистаном узнал, что Томас & Ко до лета 2020 года принадлежал родному брату Камчыбека Ташиева, Казыбеку Ташиеву. Давайте посмотрим на это видео. Маматовдардын экинчи заправкасынан 2019 жылдын 23 сентябрына чейин Томас & Ко компаниясы ээлик кылып келген. 15 сотық жерде элеген бул түйүндү 3 жылча иштетип, күнү күчүн көргөн Томас аттуу компания кимди экен? Ачык маалымат булактарына карасак, Томас & Ко компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири ал жылдары Ташиев Казыбек Кыдыршаевич болгон. Бул киши учурдагы Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы. Ошол эле учурда компания жакындарына катталса дагы Камчыбек Ташиев аны өзүнүкү деп атап келет. Бул тууралуу Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн эфиринен кийин айтканы жазылып калган. Эл градиент меники эмес дедиң досум, эртең бийликти алсак аны эсептешебиз. Токтогулдуктарга айтып койдуң градиент. Бирок бир тууганыңыз 99 жыл кеткен досум. Мен 1-жыл деп. Эми 1000 жылы кетсең да сеники билебиз дейм. Не кыласың? Болгон досум, мен не отдал? Койчу. Законом не запрещается. Я подобный отдал. Мен же училикте да жокмун. Мен, например, Томаста да мен училикте эмесмин да. Бирок Томас сеники билсе, меники дейт. Посмотрели? Вот, это наш любимый сайт государственных закупок. Тут мы видим, что компания Томас & Ко зарегистрировалась в 2015 году и спустя год начала выигрывать государственные тендеры преимущественно по Джалалабадской области.
И даже в Барпы, в родовом селе Ташиевых, компания Томас & Ко выиграла тендеры на 553 тысячи сомов. Это как раз в то время, когда у Кульбала Камчыбека Ташиева Абсатар Сыргабаев был главой этого села. А у дорожно-эксплуатационного учреждения номер 30 фирма Томас & Ко до 2020 года выиграла тендеры на 15 миллионов сомов. Ну а в целом в разных государственных предприятиях, муниципалитетах и различных учреждениях, большинство которых находится в Джалалабаде, Томас & Ко выиграл сотни лотов на общую сумму почти в 58 миллионов сомов. Об этом свидетельствуют данные сайта государственных закупок. Вы тут спросите, ну и что? Что тут такого? В то время Камчыбек Ташиев не занимал никакие государственные должности. Но я с вами согласен, он не занимал должность. Он всего лишь в 2017 году снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу тогдашнего фаворита Атамбаева Сооронбая Жээнбекова. Мен дагы мына алдыңыздарды айтып кетейин, өзүмдүн президенттикке болгон талапкерлигимди бүгүн официалдуу түрдө алып турамын. Сооронбай Жээнбековдун пайдасына. Эми, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мени колдогондор, мени колдоп атканыңыздар жана мамлекетибиздин бардык булуң бурчундагы Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана Ата журт партиясынын колдоочулары, шайлоочулары Сооронбай Жээнбековду президент кылып шайлоого аракет кылыңыздар жана добушуңуздарды бериңиздер. Кол саулар. А вот теперь, друзья, обратите внимание на следующий факт. Это биография депутата парламента Шаирбека Ташиева, родного брата Камчыбека и Казыбека Ташиевых. Тут он указывает, что с 2016 года по 2020 годы был депутатом Джалалабадского городского кенеша. А теперь давайте выясним, какие тендеры выигрывала компания брата Шаирбека Ташиева в городском кенеше и мэрии, а также муниципальных предприятиях города Джалалабад с 2016 по 2020 годы. Погнали! Компания Томас & Ко выиграла у городского кенеша Джалалабада 5 лотов на 135 тысяч сомов, а у мэрии Джалалабада 4 лота на 283 тысячи сомов. У Джалалабадского хозрасчетного управления водопроводно-канализационного хозяйства Томас & Ко выиграл конкурс на 477 тысяч сомов. Томас & Ко также выиграл 7 лотов у управления муниципальной собственности мэрии Джалалабада на сумму в 313 тысяч сомов. Департамент коммунального хозяйства и благоустройства при мэрии города Джалалабад присудил победу в тендере ОСО Томас & Ко на 224 тысячи сомов. Также победили у Джалалабадского городского управления образования тендеры на 120 тысяч сомов. И даже победили тендер на 16 тысяч сомов у Джалалабадского городского хозяйства благоустройства и озеленения. В общем, компания Томас & Ко с 2016 по 2020 годы выиграла тендеры на 1,5 миллиона сомов у городского кенеша, мэрии и других муниципальных организаций Джалалабада. Дорогие кыргызстанцы, в этих случаях можно увидеть очевидные признаки аффилированности и конфликта интересов. Потому что до 2020 года Казыбек Ташиев был в составе учредителей Томас & Ко. И также до 2020 года Шаирбек Ташиев был депутатом городского кенеша Джалалабада. Ну и тем более сам Камчыбек Ташиев заявляет, что если его спросят: «Томас & Ко ваша компания?», то Ташиев ответит «да», несмотря на то, что он даже там не числится. Мен, например, Томас тогда мен учредитель емеспін да, бірақ Томас сенікі білсе, менікі дейді. Дорогие кыргызстанцы, как вам уже известно, с прошлого года наша маленькая команда подвергается беспрецедентным гонениям со стороны огромной государственной машины в лице Садыра Джапарова, Камчыбека Ташиева и их подручных. И после каждого нашего расследования эти люди устраивают слежки, заводят какие-то уголовные дела, пытаются взломать аккаунты в соцсетях и даже прослушивают телефонные разговоры нашей команды. Громадная государственная машина настолько боится, что даже публикует телефонные разговоры с фейковых страниц и даже меняет свои голоса. И несмотря на все это, мы все равно продолжим работу, чтобы улучшить жизнь и благосостояние каждого кыргызстанца. С вами был Актиль Капаров и до новых встреч.